Есть у меня такой принцип при проектировании на природе, когда архитектура не должна доминировать. И думаю, что это было и основой того, что я выбрал стиль барн, сочетание того самого сельского уюта и минимализма. Меня зовут Оскар, я архитектор, руководитель архитектурной студии «Этномура». Мы находимся в нашем гостевом загородном доме, дом для моей семьи. Дом находится на горнолыжном курорте Чимбулак на отметке 2300. В 2018 году я приобрел деревянный дом, после чего он стоял пару лет. Я долго думал, что здесь построить. Первая идея была построить отель. Бутик-отель для людей, которые катаются на лыжах, для людей, которые любят природу. И после того, как моя мама услышала о том, что я хочу здесь построить, она сказала: «Оскар, построй деревянный дом для семьи». Но я принял решение не строить деревянный дом, так как старый дом я снес и на его месте построил дом в стиле барн. Учитывая, что дом находится в горной местности, вокруг окружен дом природой, я думаю, что это было основой при проектировании, когда дом сливается с природой, нет никаких декоративных элементов. Простота форм, простота линий, чистота линий, большое внимание к естественному освещению, к натуральным материалам. Это все то, что мы применили в нашем доме. На том этапе, когда мы закончили строительство нашего дома, начался, наверное, самый такой важный этап. Это этап декорирования нашего загородного дома. И когда мы его декорировали, мы, конечно, придерживались правила того, что все, что здесь находится, должно быть из натуральных материалов, должно быть приятным на ощупь. И поэтому вы можете заметить, что в нашем доме использованы только натуральные материалы, такие как керамика, дерево, текстиль, такой как лен. То есть все, к чему прикасается рука, это все должно быть теплым, уютным, комфортным. И мы вот, в принципе, и придерживались такого правила, когда создавали здесь уют. В зимний период времени мы собираемся в этой зоне, а в летний период времени мы обожаем свою террасу, потому что она у нас большая. С этой террасы можно видеть, и с одной стороны у нас прекрасная панорама на город, мы можем наблюдать красивые закаты, с другой стороны у нас прекрасный вид на горы, и также слышно, конечно, шум речки, поэтому вот у нас, наверное, такие две основные любимые зоны. Это вот в летний период терраса, в зимний период мы чаще всего здесь находимся. Зона, в которой мы находимся, она поделена на 3 части. Это гостевая зона, здесь находится телевизор, диваны. Это каминная зона, и с этой стороны у нас находится справа от меня столовая зона с большим столом, с большим панорамным окном. На 2-м этаже дома у нас находится 4 спальни. Они похожи друг на друга, идентичны. Одна из них – это детская зона, наша спальня, комната родителей наших, ну и гостевая спальня, да. Также здесь есть рабочая кухня на 1-м этаже. На кухне находится большой остров. Мы специально проектировали большой остров для того, чтобы мы могли компанией друзей и родственников собираться вокруг него. И мы все приготовленные блюда выносим в эту столовую зону. Моей музой
в этом проекте была моя семья. Я прислушался к их идеям, к их пожеланиям и мысленно представлял их в этом доме, сидящими в теплой обстановке у камина и играющих детей на террасе. Так как мы проживаем в городе Алматы, у нас есть уникальнейшая возможность в течение 30-40 минут приехать в такую прекрасную горную местность. У нас есть определенные традиции, мы чаще всего сюда приезжаем по праздникам, так как это дом не нашего постоянного места жительства, живем мы в городе. А у нас вот есть такой хороший повод на праздники приезжать сюда. Мы приезжаем сюда с семьей, с родителями, с друзьями. Когда Оскар выбирал мебель в Пома для своего дома, я сразу понял, что это должно быть что-то особенное. Пространство, в котором собирается вся семья дома, требует не только красивой мебели, но и функционального, продуманного, уютного решения. Например, этот модульный диван идеально вписался в интерьер гостиной. Благодаря своей гибкости он легко адаптируется к любому сценарию. Видеть, что он стал сердцем этого пространства, для меня лично это самая большая награда. Этот проект стал сочетанием личного опыта, семейных ценностей и архитектурных идей. Все это я перенес в этот дом. Дом, который вдохновляет нас и делает нас счастливыми.